Положение дел в Якутии обсуждалось сегодня на встрече президента России с главой республики. Якут Борисов доложил Владимиру Путину об успехах в экономике, среди российских. Я не знаю такого руководителя, который в каждом населенном пункте нашей республики, где он бывал, он всегда заставляет встречаться с населением. И там есть человек, который он лично знает. В ходе вот этой встречи он с ним знакомится, он встревает в его проблему. И потом эту задачу с точки зрения вот человека, который живет на селе, в городе или в поселке городского типа, или мы общались с общественниками, он налагает на решение управления решений правительства. Ya, kada tuh, begilah magelah. Okutun kita ya fikir. Baru tuh terus kita kamsitan ini ya, tobar, mau dia kotoran, mereka dah kalau mereka tuh kamsitan, baru tuh sudah. Вот его кредо, его работа, он действительно, вот у него нет такого понятия, что я отдыхаю от работы, свободного времени. Он все время в работе, и вот встреча с населением – это самое ценное о том, что вот он руководитель, он живет среди нас. Он такой же, как все. В деревне. Он вот крестьянин, который работает в сельском хозяйстве. В школе он учитель, который работает с детьми. Среди глав наслегов он такой же глава наслега, который у нас есть. Среди молодых ребят он тоже Егор Афанасьевич, но ихний свой, который понимает их нечаянный взгляд. Вот его все направления работы, которые он направляет работать нас, администрацию, правительство, чтобы из молодежной среды не пропустить мимо никого, который хочет активно участвовать в общественной жизни нашей республики. Плитка, стол, чайник. Нет, а почему? А милиция что охраняет? А милиции вообще не видно здесь. А участковый вообще сказал, что... Ну вы интересные люди-то, вообще думаете или нет башкой? Они же здесь не живут, они здесь не караулят, чем вы же должны караулить. Вы должны обеспечить безопасность, чтобы на голову не упало. Егор Афанасьевич, вы, пожалуйста, учтите наше мнение. Мы хотели бы, чтобы здесь все же построили дом большеэтажный. Единственное, что у меня за 36 лет работы, это, только квартира. Я вас понимаю, я всегда исходил от интересов людей, всегда исходил. Проявляется все его качества в экстремальных случаях. Он сразу мобилизуется, мобилизует других и практически по каждому вопросу, по любому вопросу, вплоть до, скажем, гвоздя, часа, места, все он указывает, подсказывает. То же самое вот, обрушение дома по Ленина 27, хотя это полномочия муниципалитета. Тот же паводок, помните, в прошлом году прорвало плотину. Он всегда там на месте, всегда дает именно те указания, которые необходимы на то время и на тот час. Соответственно, вопрос решается очень оперативно. Тут понимаете, что в экстремальных случаях время играет очень большую роль. Я услышал ваши, я много раз встречаюсь с людьми, я 6 суток не сплю. С разными настроениями. Поэтому я предлагаю таким образом. Я услышал вас. Сейчас поеду, буду встречаться с руководителями предприятий, с руководством района. И вот по тем вопросам, которые вы задали, мы будем искать ответы.
очень компетентный человек по любым вопросам. Очень грамотный человек в части письма, стилистики, орфографии. Вот, допустим, нам не раз попадало, если мы вовремя не проверяли или вносили какой-то неподготовленный, чисто статистические, или какие-то цифры не били, как мы говорим. За это нам попадало. Поэтому человек, он такой сам требовательный, сам к себе и к своему, соответственно, аппарату. Егор Афанасьевич, он невероятно трудоспособный, и, значит, он работает без выходных абсолютно. Постоянные командировки и по республике, по регионам России, Дальний Восток, и зарубежные поездки. То есть это происходит все непрерывно и постоянно. И в начале работы я заметил, насколько к нему высочайшее уважение коллег-губернаторов. Спасибо, что приехали поддержать, за добрые слова. Я думаю, все будет. Хорошей дороги. Я связываю с именем Егора Афанасьевича совершенно новый этап в развитии Якутии. С его деятельностью связано начало строительства крупнейшего проекта «Сила Сибири». Это и комплексная научная экспедиция, инициированная Егором Афанасьевичем, поддержанная президентом страны. Это и строительство моста через реку Лена. Я думаю, что упорство и настойчивость Егора Афанасьевича все-таки он добьется строительства моста через реку Лена. Он старается дома оставлять все свои проблемы, которые у него возникают на работе. Он их старается оставлять за порогом, и дома он совсем другой человек. Такой доступный, простой, добрый, ласковый, нежный, и, конечно, и близкие его, родственники даже, и дети, особенно внуки, не замечают, что с какими трудностями приходится встречаться Егору Афанасьевичу, по работе, например. Один раз как-то после кино приехали, после фильма, вечером поздно, и мне кушать захотелось. Я говорю, просто тогда Паша, говорю, есть что кушать? В Станецке вы сами знаете жизнь. Кушать это кусок хлеба, там кусок масла, или еще что-нибудь, там кусок колбасы. Да, масла не было, маргарин. Маргарин. И яблочное повидло. Прихожу, там у нее что было, там, может быть, хлеб был, еще 3-4 яйца было, вот так, пачки молока, или полбутылки молока, еще ничего не было. Я думал, что это что-то пусто. Но она вдруг берет молоко в сковороду, потом яйца туда, соль, сыпет, и там получается какое-то густое такое блюдо. Я впервые тогда попробовал, что такое омлет. Когда он долго отсутствует, мы уже начинаем сильно скучать по нему, и его нам не хватает. И мы всегда с большой радостью, дети встречают его, и внуки особенно его с очень такой большой радостью, охотой встречаются с дедом. Здесь он черпает свои силы, вдохновение, здесь он отдыхает, здесь он строит свои планы в семье. И для него это самое важное – это семья.